Одной из самых важных на неделе стала новость о том, что для выпускников школ республики в этом году прозвенят последние звонки. В прошлом, напомню, карантин не позволил это сделать. Сейчас же регион сам решает, стоит ли проводить праздник, и в Коми, видимо, ситуация это позволяет. При этом ковидные ограничения все равно сохранятся. Их детали знает Евгений Стокас. Вальс, трогательные речи, теплые воспоминания, менторские напутствия и проводы во взрослую жизнь. Все обязательные атрибуты последнего звонка в этом году будут. Теперь официально. Пандемия медленно отступает, прививки в Коми везут, но люди до сих пор заболевают, опасность остается, а значит и Роспотребнадзор массовые мероприятия оставляет под запретом. Тем не менее, последние звонки в республике, в отличие от многих других регионов, состоятся. Обращение министра образования Коми к родителям опубликовал Центр управления регионом. Уважаемые родители наших выпускников детских садов, школ, техникумов и колледжей, вот-вот закончится учебный год, и многие из наших детей выпустятся из детских садиков, школ и техникумов. Мы с волнением и с нетерпением ждем окончания этой поры и очень хотим провести привычные для нас последние звонки. Последние звонки мы планируем провести централизованно, предлагаем это сделать нашим школам. Для девятиклассников 21 мая, для выпускников 11 класса 22 мая. Это обусловлено тем, что учебный год еще будет продолжаться до этих дат, а сразу после 22 у нас начинается экзаменационная пора. Для наших школьников тема эта была чувствительной с самого начала пандемии. Общероссийский локдаун ведь тоже пришелся на весну, аккурат к окончанию учебного года. В 2020-м все планы пошли прахом. Пандемия внесла коррективы и в сдачу ЕГЭ, и в праздник, который тысячи выпускников ждали, шутка ли, 11 лет. Старшеклассники даже записали обращение к тогда еще исполняющему обязанности главы республики Владимиру Уйбо и попросили все-таки провести выпускные и последние звонки. Мы выпускники 2020 года. К сожалению, мы попали в ситуацию неясности и несправедливости. Если про ЕГЭ нам хоть что-то говорят и называют конкретные даты, то вопрос проведения последнего звонка и выпускных просто не звучит. Взрослые, вы же можете сказать нам «да». Пусть это будет не май, не июнь. Скажите нам «да», когда это будет возможно. Обращение взволнованных ребят набрало больше 25 тысяч просмотров. Их можно было понять, все-таки школу чаще всего покидаешь только единожды. Уже один только дистант всем достаточно нервов истрепал, а тут еще и последний звонок отменили. Не выпуск, а кошмар. Реакция на чаяние школьников не заставила себя ждать. Сегодня пришло очень трогательное видеообращение. Оно адресовано мне и министру образования Республики Коми Наталье Владимировне Якимовой, где ребята, выпускники 2020 года поделились своей болью, не знаю, своим расстройством, тем, что у них не будет последнего звонка и не будет выпускного вечера. На самом деле, я сразу хочу сказать, что будет, и это очень трогательно всегда и важно, чтобы обязательно был выпускной и последний звонок. Последние звонки, как и было обещано, прошли, но в формате онлайн. Эпидемиологическая обстановка по-другому не позволяла. Сейчас же в Минобре надеются, что получится вернуться к привычному офлайн формату. С ограничениями, конечно, но где наша не пропадала. Так что разучивать вальсы, готовить поздравления, шить платья и костюмы уже можно начинать. Ничего из этого не пропадет. Во всяком случае, вот так, глядя в безжизненный объектив, поздравлять дорогих учителей точно не придется. Спасибо за старания и за вашу поддержку. Учитель и ученик всегда идут бок о бок, обогащая и уча друг друга. Спасибо вам за наше детство, за беззаботные года. Воспоминания о школе нас не покинут никогда. Смогут ли родители присутствовать на главном празднике в жизни их отпрысков, еще непонятно. Решение за Роспотребнадзором и оперативным штабом Коми по нераспространению COVID-19. Безусловно, видеть мам и пап хотели бы все, и дети, и учителя. Но весенние праздники для детей пройдут, как и год назад, на условиях, которые диктует пандемия. И с этим придется смириться.